Здравствуйте, ребят! Вы на канале Illumination. Сегодня расскажу вам, как играть в скат. Скат — это интеллектуальная и сложная карточная игра на взятки с очками из Германии. Появилась в 1813 году в немецком городе Альтенбург. Принцип игры очень похож на принцип преферанс. Некоторые игроки, обычно любители, используют особенную колоду, то есть играют не с французскими мастями, то есть там пики, трефы, бубны, червы, играют с другими. Я бы вам их показал, но, к сожалению, у меня такой колоды нет. И хотя, если бы была, я бы вам показал. Итак, играют с колодой из 32 карт. Большинство карт сильно отличается от обычного совершенства, и очень похоже на то, которое используется в игре в карточных играх Деберц, Юкер и Терц. Сейчас вы поймете почему. Вне козырной масти это старшинство карт это семерка, восьмерка, девятка, дама, король, десятка, туз. В козырной масти это семерка, восьмерка, девятка, семерка, восьмерка, девятка, дама, король, десятка, туз, бубновый валет, червовый валет, пиковый валет и крестовый валет, который в этой игре называется стариком. Валеты в этой игре абсолютно все являются постоянными козырями, то есть в каждом раунде, в любое время они бьют абсолютно любую карту. И, они бьют даже козырного туза. И туз это самая сильная карта в некозырном старшинстве, семерка это самая слабая карта в игре, а самая сильная карта вообще это крестовый валет. Так что да. Итак, играет в скат 3 или 4 игрока. Если играют вчетвером, то один из игроков всегда будет пропускать раунд. То есть будут участвовать 3 игрока вместо 4, просто один из игроков будет меняться. Итак, цель игры — набрать наибольшее количество очков в партии, состоящей из нескольких раундов. Обычное количество раундов это 36. Да, я сам был в шоке, когда я это впервые узнал. Но это не обязательно, может быть меньше, может быть больше. Датчик определяется жребием в первом раунде. И в следующих раундах игрок, который идет следующий по часовой стрелке, становится с датчиком. Каждый игрок сначала получает 3 карты за раз, потом вот эти 2 карты, которые являются прикупом, располагаются в центре поверхности, они называются скатом. Потом игроки получают 4 карты за раз, и наконец еще 3 карты. После этого раздача заканчивается и начинается торговля. Перед этим стоит рассказать про название игроков. Сдатчик называется задним игроком или же регом. Игрок слева от сдатчика называется передним игроком или же форханд. Игрок справа от сдатчика называется средним игроком или же митхенд. Итак, я вам про это рассказал, теперь рассказываю про торговлю. Средний игрок — это первый игрок, который выбирает в торговле. Торговля в этой игре еще называется райзом. Задний. И сначала участвуют передний и средний, а задний вступает только после паса противника. И что же вообще происходит в торговле? Итак, игроки, они выбирают либо соглашаться на ставку, либо отказываться от нее, говоря пас. Ставка — это число очков, которые игроки, возможно, наберут в раунде. Минимальное это 18, максимальное это 264. И игрок, который единственный не скажет пас, то есть его противники сказали пас, но он этого не сказал, он выигрывает в торговле, становится солистом. Это значит, что он должен набрать хотя бы 61 очко в раунде. И ну, если все скажут пас, то есть, да, конечно, один
Вы, наверное, сейчас спросите, а как это, если один игрок всегда будет, всегда остается, то тут, видимо, имеется в виду, когда игрок все говорят пас и не хотят играть. Но если игрок, который единственный не сказал пас, он еще играть хочет, тогда это уже... Если он даже играть не хочет, то тогда это уже считается как пересдача. Но если он хочет играть, то тогда это уже не пересдача. Видимо, это так работает. Пересдача напоминает, когда это завершение раунда и новая раздача. Хотя раунд, раунд, в котором после которого произошла пересдача, считается сыгранным. И просто он не состоялся полностью. Так. Прыжки в числах разрешены. То есть можно говорить не 18, а сразу там 20, 22. И после 18 следующий игрок может говорить не 20, а 22. Так можно делать. После победы в торговле солист выбирает скат или гант. Скат это раунд, в игрок, игрок берет две карты вот эти ската и заменяет ими две самые ненужные карты. Гант это противоположность, то есть игрок не берет карты и, соответственно, две самые ненужные карты сохраняет. И после... Ах, да, а не забить. И после такого выбора появляется еще один последний выбор. В нем солист выбирает один из трех типов игры. Три типа это масть, грант или нуль. Масть или же фабеншпиль это раунд, в котором солист объявляет козырь. Грант это наоборот игроки все играют без козыря. А нуль это по сути это можно сказать как как же говорить? Да. Как мизер в преферансе, то есть солист вообще взяток не должен брать, должен взять 0. И в таком раунде еще меняется старшинство. Теперь там классическое, то есть семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король. Туз, валет там всю свою силу теряют. Про про 0 я вам расскажу еще чуть попозже. Еще. Не забить. Так, после того, как игрок выберет один из типов, торговля заканчивается и начинается розыгрыш. Он происходит как во многих других карточных играх на взятки, то есть игроки выкладывают все карты на стол, крышу на поверхность. Игроки должны выкладывать карты одинаковой масти, если у них нет, должны ходить любой карты на свое усмотрение, перебивать козырями не обязательно. И игрок, который положил самую старшую карту, собирает взятку и начинает и ложит новую, ложит следующую карту, извиняюсь. Итак, передний игрок это первый игрок, который ложит карту. Игроки могут ложить валетов на козырей, даже если масть не совпадает. Если валет первая карта, можно ложить любой козырь. После того, как все игроки избавляются от карт, розыгрыш заканчивается, начинается подсчет очков. Там вот эти две карты ската или же карты, которые солист выбросил, их очки все равно прибавляются к общим очкам солиста. То что происходит? Итак, подсчет очков. Это уже подсчет очков очень сложный. Мне потребовалось много времени, чтобы его понять, так что слушайте внимательно. Я попытаюсь максимально понятно объяснить. Итак,
Начну с матадоров. Матадоры — это последовательность козырных карт в раунде. Раунд с крестовым валетом называется игрой с, а без крестового валета называется игрой без. И, короче, как же это работает? По сути, по сути, солист получает очки за каждую карту в Матадор. То есть, неважно, будет ли там последовательность или нет, он за каждую козырную карту будет получать 1 очко. Минимальное количество это 1 очко, а максимальное это 11. Так что, да. И, короче, это так работает. Это в Ганде, то есть там, где нет козырных вот этих карт, кроме валетов, там только 4. И без, короче, максимальное количество очков, которые можно получить без, в игре без, это 5. Так что стоит это помнить. Итак, да, в Гранде. Итак, теперь стоит рассказать про стоимость игры. Стоимость игры равняется стоимостью масти умноженной на коэффициент. Что такое коэффициент в этой игре, который еще называется уровнем игры? Он, короче, состоит из нескольких аспектов. Первый аспект — это Матадор, я про него уже рассказал. Второй аспект — это победа в торговле, то есть солист всегда будет получать 1 очко за то, что единственный не сказал пас. Выбранный гант, то есть солист выбрал гант вместо ската, за это 1 очко. Солист еще получает 90 очков. О нет, простите, не 90, а 1 очко за Шнайдер. Шнайдер это 90 очков или больше в раунде. Да, Шварц дает 1 очко. Это 120 очков и абсолютно все взятки. Если взяток не будет, но будет 120 очков, тогда Шварц не засчитается. Итак, за объявленный Шнайдер и Шварц игрок получает 1 очко. То есть он в торговле он, короче, их объявляет, Шнайдер и Шварц, и успешно их получает. Это 1 очко. Точнее 2 даже. Шварц и Шнайдер можно объявлять только в Ганде. Итак, Уверт. Уверт это раунд с открытыми картами. И за это 1 очко. Уверт можно объявлять только с Шварцем, то есть игрок с открытыми картами еще должен набрать 120 очков и все взятки. Это очень сложно, почти никогда такого не бывает. Но такое есть, и теоретически такое возможно. Итак, это вообще все. Это, короче, были все аспекты коэффициента и да, точно. Стоимость карт в очках, то есть как вообще игрок получает очки, как к солисту набрать 61 очко. Семерка, восьмерки, девятки — это 0 очков, валет это 2 очка, дамы 3 очка, короли 4, десятки 10 очков, тузы это 11 очков. Стоимость масти. Бобны это 9, червы это 10, пики 11, трефы 12. А если если солист выбрал грант, то есть там, где нет козырной масти, это уже 24. И вот это, короче, вот это числа, которые я вам сказал, они умножаются на коэффициент. То есть все очки, которые игрок получил за 8 аспектов. И умноженное число это общее число, которое игрок получает за раунд. Если игрок не набрал 61 очко или он набрал меньше очков, чем объявленную сумму в торговлю, тогда он получает штраф удвоенной стоимости игры. Так, всем пока.